Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон, позволяющий стране обмениваться персональными данными граждан с властями Казахстана и России в двустороннем порядке. Кыргызстан, Казахстан и Россия подписали соглашение об обмене личной информацией граждан 18 декабря 2020 года. Об этом сообщает радио «Азаттык». Особо хотелось бы отметить поддержку, оказанной вами народу Кыргызстана. Соглашение предусматривает осуществление обмена такими данными, как данные о наличии гражданства, наличии документов, дающих право на постоянное пребывание в странах, о постановке на миграционный учет, о совершенных преступлениях, а также о наличии недвижимости и наличии каких-либо имущественных обязательств субъекта. И Казахстан, и Россия завершили процесс ратификации. Соглашение вступит в силу после завершения всех внутригосударственных процедур со стороны Бишкека, говорится в сообщении. Напомним, что в начале июня кыргызские власти заявили о запуске системы распознавания лиц в стране, посредством которой планируется обнаружение лиц, находящихся в межгосударственном розыске в странах СНГ. На протяжении 2 десятилетий Кыргызстан являлся транзитной зоной или прибежищем для людей, преследуемых режимами соседних стран за их политические взгляды и религиозную деятельность. Но с приходом к власти Садыра Жапарова ситуация в стране изменилась. Нынешний режим оказался еще более зависимым от России, чем прежние. За последний год режим практически покончил с независимой журналистикой, ужесточил цензуру, принял закон об иноагентах, аналогичный российскому. Есть такое ощущение того, что сейчас идет давление на СМИ. В начале июня в Кыргызстане были задержаны сразу несколько антивоенных активистов из России. Один из них, обвиняемый в поджоге военкомата в Екатеринбурге Алексей Рожков, был уже экстрадирован на родину. И это не единожды было, это было много раз. И в Березовском, и в Екатеринбурге.